Помимо крымских татар, крымских мусульман, конечно же, оказывается давление и на иных активистов и журналистов. Так, например, Николай Семина. Вообще его уголовное дело тоже является показательным. Я думаю, это попытка спецслужб России дать такой импульс тем журналистам, которые находятся на территории Крыма и вообще всем, кто находится на территории России. То есть Николай Семина выступил с определенной мыслью и с определенной позицией по отношению ситуации с Крымом и ситуации с переходом Крыма под юрисдикцию Российской Федерации. Он высказался о том, что это нарушает очень много международных законов, и Россия восприняла это как сепаратизм. По этому поводу на него было возбуждено уголовное дело, и сейчас оно уже заканчивается, должны передавать в суд. На всех, кто был знаком с Николаем Семиной, журналистов, у всех, вернее, провели обыски. В такой форме было оказано на них давление. И таким образом Россия пытается, то есть, грубо говоря, заткнуть рот тем, кто имеет свое мнение и свою позицию по поводу ситуации в Крыму и в России в общем.